Сегодня 9 мая 2020 год. Ровно 75 лет назад наши прадеды и прабабушки воевали за будущее детей этой земли. Через труд, слезы и много пролитой крови они сделали все для нас, обеспечили свободой и счастьем, радостью простым мелочам, сделали все, чтобы мы не видели боли и голода. Так моя прабабушка Нуриля воспитала мою апашку, которая родила папу, а после появилась и я за эти 75 лет. «Победа!» — кричали они после 4 лет войны. Нуриля Абышева, 1926 года рождения, еще будучи ребенком в 1932 году попала в Россию из-за репрессирования родителей с родных земель Казахстана, где она отучилась 7 классов, пока не началась Великая Отечественная война, что побудило ее работать в зерносовхозе с 15 лет, собирая урожай для отправки зерна на фронт, в котором воевали ее братья Мукарам и Мубарак Токтасовы. В 17 лет Нуриля Аже уже работала звеньевой, и под ее руководством отправлялись обозы с зерном на фронт, а в 1945 году ее бригады на запряженных быках пахали поле, когда пришла весть об окончании войны и о победе. Кто плакал от счастья, кто от горя. Старший брат Нурили Аже Мубарак пропал без вести под Сталинградом в 1943 году. А Мукарам, весь израненный и больной, вернувшийся из фронта, вовсе умер дома. Через горе, через боль бабуля продолжала жить в России, если точнее в Новосибирской области, в Кочневском районе, где же и родилась моя бабушка Майра в 1954 году. В 1996 году она со всеми 6 детьми вернулась в Казахстан. Ее самоотверженный труд во время ВОВ оценила Российская Федерация, за что Нуриля Абышева имеет ряд медалей и наград. Ежегодно получает поздравительные открытки от президента РФ Владимира Владимировича Путина. А в этом году в честь 75-летия Победы получила очередную медаль. Такие люди, как моя прабабушка-герой, обеспечили мирное небо над головой. Спасибо, Аже, за мое будущее.